Голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды начнется через несколько недель. В этом году на единой интернет-платформе. От Коми представлено 48 объектов в 7 городах. О некоторых из них в деталях Евгений Окладкевич. Детская площадка уже давно не детская, сетует Анатолий Ячеменев, председатель совета 48-го дома по улице Димитрова. Предназначена по определению для малышей, сейчас она скорее место выгула собак или сбора шумной молодежи по вечерам. Провести здесь время с детьми жители окрестных домов даже не стремятся. О комфортном отдыхе нет и речи. Когда мы в 1970 году заезжали в дом, еще в 70 году, был на площадке в конце там около гаражей скамейки, где проводились собрания, все как полагается. Было футбольное поле, как дети играли. Зимой хоккейное поле. В планах обустроить здесь полноценную рекреационную зону, установить детское игровое оборудование, скамейки, освещение, проложить тротуары. На голосование за объекты благоустройства в 2022 году от Сыктывкара представлены еще 11 территорий. Большинство – пешеходные зоны на центральных улицах города. Очень много жалоб приходит именно на пешеходные зоны. Они у нас все уже разбиты. Более того, те зоны, которые вынесены на голосование, они проходят рядом с социальными объектами, такими как школа, и это центральные улицы наши. Какие-то города, как, например, Ухта, на голосование выставили и туристические объекты. Смотровая площадка в поселке Ветлосян у всем известного силуэта головы Ленина давно нуждается в преображении. Для туристов и местных жителей установят лавочки, проведут освещение. Кроме смотровой площадки, на выбор для голосования еще 3 территории в поселках Ярига, Сидью и Шудаяк. Итогом голосования планируется к выбору 2 территории, даже не одна. Но я говорю, все будет зависеть их благоустройство в рамках выделенного финансирования на 2022 год. Преображать родной город, создавать комфорт, сохраняя историческое наследие. Задачи проекта формирования комфортной городской среды. В Коми он реализуется с 2017-го. За 5 лет в регионе преобразили больше 360 объектов. Территории, которые будут обустраиваться в будущем году, жители выбирают сами. Обсуждения проходят в соцсетях или на публичных встречах. А в этом году голосование стало удобнее. Для выбора объектов создана единая федеральная онлайн-платформа городсреда.ру. На сайте нужно выбрать свой регион, далее муниципалитет и один из объектов, который, по вашему мнению, необходимо обустроить. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. От Коми заявлено 48 территорий – Сыктывкара, Ухты, Усинска, Инты, Воркуты, Печоры и Сосногорска. По результатам будут обустроены не менее 23. Свое мнение о предстоящем голосовании и его значимости высказал председатель Государственного совета Коми Сергей Усачев. Сергей Анатольевич, 26 апреля начинается народное голосование по выбору мест для благоустройства. Это все в рамках проекта «Комфортная городская среда». Каждый житель имеет право проголосовать за ту или иную территорию по месту проживания. Почему именно жители в этом должны принимать участие, они, скажем, сами чиновники на свой выбор, на свое усмотрение, ссылаясь на какие-то опросы, возможно, рейды, принимать решение, да, вот это место мы должны облагородить. Значит, формирование комфортной городской среды, так называется эта программа, основана как раз на инициативе самих жителей. Безусловно, они самые заинтересованные, значит, в данном случае, сказать, люди, которые знают, каким образом благоустроить их территорию, как ее преобразовать. И понятно, естественно, сказать, сама программа это построена на инициативе самих жителей. Жители не только участвуют в отборе тех пространств, которые они считают необходимо отремонтировать или что-то построить, но и из отобранных, значит, объектов они путем голосования отбирают самые нужные для включения в программу того или иного года. Сама программа формирования комфортной городской среды, она прошла достаточно серьезный путь от начала ее отбора на уровне Государственной Думы. Значит, фракция «Единая Россия», естественно, из многих программ выбрала именно эту, проголосовала за нее, поскольку она основана на инициативе самих жителей. После этого программа получила бюджетное финансирование и, естественно, превратилась уже в отраслевую программу, которая, так сказать, реализуется из года в год. У
нас в республике, как и везде, действительно, как вы говорите, голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. В этот промежуток времени все граждане России старше 14 лет могут зарегистрироваться и принять участие в голосовании по тому или иному объекту, который уже заранее отобран путем предложений, поступивших от граждан, и, сказать, проголосовать за него. Значит, вот если коротко, в этом смысл вот этой программы. И стоит подчеркнуть, что это в основном, вся программа основана на инициативе самих граждан. Угу. Какие требования по выбору территорий, какие населенные пункты могут принимать участие? И, возможно, в этом году какие-то были поправки по этим требованиям? Да, программа основана на том, что в ней участвуют те населенные пункты, где число проживающих жителей более 1000. Таких у нас на территории Республики Коми 46. И все они участвуют в этой программе. Для того, чтобы участвовать в программе, значит, это характерная особенность этого года, нужно зарегистрироваться на единой онлайн-платформе za.городсреда.ру на латинице. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно авторизироваться через госуслуги и там перейти как раз на эту платформу и проголосовать, выбрав, значит, сначала, естественно, регион, где вы проживаете, потом муниципальное образование, ну и там вам будет представлен перечень, значит, тех объектов, за которые можно проголосовать, вы можете выбрать один. Если вы сами не можете по каким-то либо причинам авторизироваться на госуслугах и проголосовать, то есть волонтеры, которые могут помочь вам в этом. А вот к вопросу про волонтеров, почему именно их участие в этом году стало необходимым? Ну, как раз из-за единой онлайн-платформы, потому что мы понимаем, что у нас наиболее активно население пожилого возраста, а зачастую они не обладают теми знаниями, как молодежь, для того, чтобы самостоятельно выполнить эту операцию голосования. Хорошо, люди участвуют, голосуют, но на этом вот все заканчивается с их стороны? Нет, конечно. Вся программа основана и построена на том, что сами жители от, скажем так, выбора территорий или выбора объектов, которые необходимо отремонтировать или построить, до, сказать, введения этого объекта в эксплуатацию участвуют, принимают активное участие. А когда финансирование выделено и объект попал в программу, значит, на следующий год, значит, жители принимают активное участие в контроле за ремонтом или возведением этого объекта, могут контролировать каждый этап того, что происходит у них на территории. Вот, совсем недавно я был в командировке в селе Трусово Усть-Цилимского района. Там в процессе общения с избирателями, с гражданами, они рассказали о том, что водовод, который был построен для нужд села, он не выдержал больших морозов и замерз, и пол села осталось без воды. Но, как выяснилось, там были проблемы, во-первых, с проектированием, во-вторых, со строительством. С точки зрения жителей, что-то там было сделано не так, как полагается. И если бы они в данном случае, как я уже сказал, принимали участие не только в отборе или вот то решение, которое было принято муниципальным образованием, не сами жителями, они участвовали бы в отборе и контролировали бы ход реализации этого объекта. Наверное, для себя они бы уже проверили каждую деталь и не допустили, чтобы проектировщики или даже при строительстве были допущены какие-то проблемы или, сказать, изъяны, которые привели к таким печальным результатам. Поэтому жители, сами граждане участвуют от момента отбора до, еще раз говорю, ввода в эксплуатацию. В общем, народный контроль. Народный контроль. Ну, и, естественно, к этому народному контролю вот, в данном случае подключаются активно депутаты. Депутаты фракции «Единая Россия», они на различных уровнях муниципального образования, Государственного совета закреплены за конкретными объектами. Естественно, значит, теперь
когда произошло закрепление, они отвечают за качество и за результат этой работы. То есть в данном случае идет такая, сказать, сшивка между депутатами, как народными избранниками, и самими избирателями. Они образуют определенную команду, которая контролирует не только отбор объектов, но и качество его исполнения, а значит, эффективность расходования бюджетных средств. Это, на мой взгляд, самая лучшая ситуация, так сказать, самое лучшее воплощение вот этой народной инициативы, народной инициативности. Угу. А вы для себя лично уже тоже определились, какое общественное место в Сыктывкаре, возможно, очень необходимо облагородить в срочной перспективе? Да, конечно. У нас в городе Сыктывкаре жителями названо 12 мест, которые требуют благоустройства. Это как бы первый этап отбора. А теперь эти 12 территорий, они попадают в голосование. И, сказать, отобраны будут те территории, которые в рейтинговом голосовании набрали наибольшее количество голосов. Ну, понятно, каждый житель будет голосовать за ту территорию, которая ближе ему, или он считает, что она украсит наш город. Я считаю, что для себя принял решение, что буду голосовать за соборную площадь около Свято-Стефановского собора. Потому что сам собор – это визитная карточка города Сыктывкара. Возле него, естественно, не только значит, там находятся верующие, гуляют те жители, которые проживают рядом. Очень часто эту площадь посещают гости нашей столицы. Поэтому вот из этих соображений буду голосовать за Соборную площадь. Хорошо, Сергей Анатольевич, спасибо вам за интервью. Спасибо.